Сегодня третий день священного Ид-аль-Адха. В Карабулаке праздник отмечают народными гуляниями, викторинами и конкурсами. Опасные качели. Жители второго микрорайона Малгобека жалуются на плачевное состояние детской площадки. Они обратились в нашу редакцию. Как перейти ремонтируемую трассу «Кавказ»? Вопрос, волнующий жителей Насыркорта. Почему не соблюдаются правила пешеходами и водителями? На телеканале «Ингушетия», новости 24. Здравствуйте. В России упростили оформление пособий на детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о пособиях на детей с 3 до 7 лет. Их ежемесячно получают семьи, в которых доход на одного человека не превышает прожиточного минимума за второй квартал прошлого года. Размер выплаты составляет половину детского прожиточного минимума, действующего в регионе. В Ингушетии это 5123 рубля. С 1 ноября для оформления этого пособия родителям не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Их будет предоставлять служба судебных приставов через систему межведомственного электронного взаимодействия. В России введут один налог вместо 4. Единый оборотный налог в Минэкономразвития страны планирует ввести в размере 6,2%. Он заменит 4 основные налога – НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. Оборотный налог планируется удерживать безакцептно при каждом поступлении денег на расчетный счет организации или ИП от покупателей или при инкассации наличных денег в торговле. Как отметили в министерстве, это позволит устранить существующую налоговую дискриминацию, избавиться от теневых зарплат и обеспечить простоту сбора и контроля доходов в бюджет. Праздник милосердия, единения, помощи и сострадания к нуждающимся. Сегодня третий день священного Ид-аль-Адха. Жители проводят обряд по закланию животного, ходят в гости, поддерживая родственные узы, раздают жертвенное мясо соседям и малоимущим. Празднование священного Горба в Карабулаке сопровождалось народными гуляниями, викторинами и веселыми конкурсами. Хава Газикова тоже присутствовала. Развлечения с подарками, конкурсы, исламские викторины и вкусные угощения. В Карабулаке отмечают один из главных праздников мусульман – Гурб с большим размахом. Провести время не только весело, но и с пользой. Пока самые маленькие поедают сладкие угощения, ребята постарше участвуют в конкурсе чтецов. Узнать побольше об истории праздника, а также блеснуть знанием в религии сегодня могут все. Победители получат денежный приз, священную книгу Корана, а также барашка. Читал про Мухаммада, сура Аль-Фатиха, имена Аллаха. Правда, это самое важное, это таухид. Кажется, больше детей мероприятию радуются мамы. Ведь такой праздник – это лишний повод прогуляться и сводить ребятишек в парк. Мы сегодня здесь впервые. Как вам? Ну, сегодня понравилось. Детям тоже очень понравилось. Рабишке тоже понравилось. Да, Рабишка? Да. Самым маленьким жителям такие гуляния точно пришлись по вкусу. Вокруг царит смех и радость. Организаторы мероприятия постарались сделать все, чтобы создать по-настоящему праздничную атмосферу. Как признается имам города, главной целью было укрепить у подрастающего поколения религиозный фундамент. Это первое мероприятие. Мы думаем, были немножко, какие-то недочеты были. Иншаллах, в последующем мы будем исправлять, будем совсем по-другому, совсем глобальнее будем делать этот праздник, иншаллах, по воле Аллаха. Отпраздновать Гурб весело и с размахом. Местные власти постарались, чтобы мероприятие прошло без казусов. Подключили сотрудников ГОВД, дорогу на время перекрыли, обеспечив безопасность отдыхающих. У нас, как вы видите, это скверик проходила реконструкция. И у нас немножко сроки, мы не укладывали сроки, но несмотря на это, двойные, тройные силы представили, и мы постарались закончить, и мы успели к этому сделать.
Кажется, никто не остался в стороне от народных гуляний. Главная цель таких мероприятий – сблизить людей и приобщить их к религиозным праздникам. Можно смело заявить, что эта цель достигнута. Хава Газикова, Рамазан Зурабов. Новости 24. Сегодня День ВДВ. Крылатая пехота отмечает 90-летие со дня основания. Это профессиональный праздник более полумиллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих в настоящее время службу в воздушно-десантных войсках. История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности. Сегодня воздушно-десантные войска, род войск Вооруженных сил Российской Федерации, предназначены для выполнения задач по захвату и уничтожению наземных элементов, высокоточного оружия и множества других задач. С мая 2006 года указом президента России 2 августа признан Днем ВДВ. Свой профессиональный праздник сегодня также отмечают железнодорожники. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города. А в России это крупнейший перевозчик грузов. Каждый день в рейс отправляются 10 тысяч поездов. Нынешние праздники еще и самый первый в России профессиональный. Его традиция насчитывает более 100 лет. Сегодня РЖД входит в тройку мировых лидеров, а по объему перевозок отечественные стальные магистрали на 2-м месте после Китая. В нашу редакцию обратились жители 2-го микрорайона Малгобека, которые посетовали на плачевное состояние детской площадки. По словам жителей, непригодные для использования конструкции представляют угрозу для здоровья детей. По приезде нашей съемочной группы выяснилось, что это не единственная проблема жителей. В ситуации разбиралась Хава Гагиева. Летние каникулы – время для развлечений и отдыха. Однако для жителей многоквартирных домов вопрос остается открытым, особенно если детские площадки находятся в таком ужасном состоянии. Повсюду разбросан мусор, а при виде детских горок желание кататься напрочь отпадает. Шумно, весело, с дружной компанией, но без игровой площадки. Именно так прошло детство Тимура Файзулаева. Сейчас мальчик предпочитает велопрогулку и игру в футбол. И хотя из возраста, когда резвился на площадках, он уже вырос, но беспокоиться о младших не перестал. Считая, что игровые зоны необходимы детям не только для комфортной, но и безопасной жизни. Машина сделать, да, машина колболка, мешка, масхан бердел, дик дербаяш, масна лавочки, аутури, да, каникулы жмит, да, ахамехти говорит, ах, диамду, арва без мбай. С момента сдачи этого многоквартирного дома прошло 6 лет, столько же и детским площадкам. По словам местных жителей, в хорошем состоянии они пробыли лишь первое время. Сейчас все конструкции почти заржавевшие и, естественно, непригодны для игр. После многочисленных писем в различные инстанции родители обратились к нам в редакцию с просьбой помочь и разобраться в ситуации. Представьте себе, наши жители, вот этих 5 домов, все наши жители идут на последнюю улицу центральную. Там очень хорошая площадка сделана. Но вот мы теперь решили вот такое вот сделать. Жильцами этих 5 домов, сделать нам хотя бы какую-нибудь площадку. Мы все выйдем и совместно все сделаем для своих детей. Мне очень жалко, когда эти дети слоняются и чуть ли под колеса машин попадают. Были такие случаи. Они хотят играть то ли мини-футбол, они хотят теннис играть, они хотят ловитки, жмурки играть, они хотят по этим горкам кататься. Но этих возможностей у нас нет. Безопасные детские и спортивные площадки, футбольные и волейбольные поля. О таких условиях жители этого микрорайона только мечтают. К слову, это не единственная проблема, которая волнует жителей. Здесь возле площадки немало опасений у родителей вызывает и газораспределитель. Он хотя и огражден забором, однако открытые дверцы опасного объекта нередко становятся местом притяжения для детей. Но уже после визита нашей съемочной группы проблему решили местные власти. Теперь очередь за восстановлением площадки. Планируется до конца 3-го квартала отремонтировать эту площадку, привести ее в соответствие. Либо установка новой планируется на следующий год. Деньги будут заложены в следующем году. А какие-нибудь временные меры предусмотрены, потому что вот сейчас каникулы, дети должны чем-то себя занять? Временные меры, мы туда выйдем, посмотрим, то есть оценим ситуацию. Отремонтирована она будет в ближайшее время.
И в какие сроки это возможно? Ну, до конца третьего квартала точно. То есть будет приведена в соответствие. Пока одни резвятся и катаются на качелях, другие вынуждены сидеть дома. Работу по восстановлению игровых площадок предстоит немало. По словам жителей, помощь со своей стороны они окажут. Теперь действий предстоит ожидать от администрации, которая обещает в скором времени решить этот вопрос. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Свыше 18 миллионов человек болеют COVID-19 по всему миру. В ряде стран фиксируют новые вспышки. В России статистика идет на снижение. Об этом свидетельствуют показатели последней недели. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 5427 человек. Всего больных по официальным данным около 860 тысяч. Больше 650 тысяч победили COVID-19. В Ингушетии за сутки зафиксировано 20 новых случаев с COVID-19. Всего по данным Оперштаба в регионе коронавирусом болеют 3729 человек, выздоровели 2986. В тяжелом состоянии 19%, 5 из них на ИВЛ. Как пользоваться услугами Фонда обязательного медицинского страхования? Как правило, застрахованные получают возможности бесплатного прохождения лечения и получения комплекса медицинских услуг не только по месту регистрации, но и в любом регионе страны. Ну а что делать в случае выявления нарушений прав пациентов? Куда обращаться, знает Хава Газикова. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – одна из государственных внебюджетных организаций, созданная в первую очередь для финансирования медицинского обслуживания граждан страны. Как отмечают представители фонда, в последнее время обращений от застрахованного населения больше. Объясняется это тем, что граждане стали более информированнее. Жители уже знают о своих правах и куда им обращаться в случае их нарушения. Также обратившиеся получают бесплатную консультативную помощь по вопросам обеспечения бесплатной медицины. Граждане имеют обращаться право лично или коллективно. Если гражданин обращается лично, он заполняет заявление, предоставляет пакет документов, и в течение месяца его обращение будет рассмотрено. В процессе рассмотрения обращения ему посылаются промежуточные письма с результатами обращений. Работа ведется не только в сторону рассмотрения обращений. Фонд также занимается ревизионной деятельностью. Организация ежемесячно проводит проверки всех медучреждений республики. Как отмечают представители фонда, такой контроль позволяет выявлять нецелевое использование денег. Но даже тут пандемия внесла свои коррективы. План-график утверждается ежегодно, и не реже одного раза в 2 года мы проверяем медицинские организации. Вот на сегодняшний момент, в связи с условиями пандемии, нами была в марте месяце приостановлена очередная проверка в медицинском учреждении. И всего за 7 месяцев нами были охвачены только 3 медицинские организации. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь имеет каждый гражданин страны. Но в любом правиле есть свои исключения. В соответствии с 326 федеральным законом на основании 10 статьи занимается аннулированием полисов обязательного медицинского страхования граждан, поступивших на военную службу или приравненную к ней службу. То есть эти граждане они не подлежат страхованию по ОМС, потому что из бюджета фонда выделяются отдельно денежные средства на страхование граждан, подлежащих страхованию по ОМС, и отдельно на военнослужащих. Чаще всего фонд оплачивает лечение пострадавшим во время ДТП. Так, за последний месяц организация предъявила более 20 регрессных исков. Лицо пострадавшее есть лицо виновное. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в лечебных учреждениях. В свою очередь, территориальный фонд эту медицинскую помощь оплачивает за этого пострадавшего. И у территориального фонда возникает одновременно право предъявить требования виновному лицу в том объеме, в котором территориальный фонд вынужден был потратить свои деньги на оказание медицинской помощи этому застрахованному лицу. На сегодняшний день охрана здоровья – это приоритетная задача для государственной организации. Поэтому порядка 90% финансового обеспечения идет в территориальные фонды. Хава Газикова, Ахмед Гандаров, Новости 24.
Как перейти дорогу и остаться в живых? Вопрос, волнующий некоторых жителей Насыркорта. Водитель и пешеход. Их противостояние старо как мир. Вот только отсутствие пешеходных переходов никак не оправдывает действий агрессивных водителей. А выскакивающие на дорогу в неположенном месте пешеходы рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Вдоль ремонтируемой трассы «Кавказ» расположены социальные объекты. Но перейти ее стало практически невозможно. Хава Гагиева продолжит. Многочисленные комментарии, сообщения и лишь один вопрос – как переходить дорогу в положенном для пешеходов месте. Жители административного округа Насыркорт не раз обращались с подобной жалобой. Федеральная трасса – основная магистраль автомобильного движения в регионе и источник повышенной опасности для пешеходов. Поток машин на федеральной трассе нескончаемый, что вызывает немало волнений у взрослых. К слову, Хава Хамхоева детей в одиночку в магазин не отпускает. Сопровождая дочь, она переходит дорогу, ведь так безопасней. Женщина признает, перед началом учебного года переживает за своих детей. Отправлять их за знаниями в школу через трассу – испытания не для слабонервных. Нам очень сложно переходить дорогу. Как бы не был здесь вот этот сигнал «стоп-машина», в любом случае едет кто-то, кто не видит, или кто-то, вот не знаю, как сказать, не хочется говорить, как едут и кто. Он не останавливается. Были моменты, что детей сбивали. Это очень трагично, это ужасно. Мы с трудом, мы с боязнью переходим эту дорогу. Пешеходы не просто участники дорожного движения. В массе своей они перевешивают автолюбителей. Поэтому их интересы имеют приоритет. Иначе города, созданные изначально для человека, превратятся в города для автолюбителей. Для их безопасности необходимо принимать все возможные меры. Из недостатков, выявленных нами сегодня, это то, что с одной стороны отсутствует асфальтный сход, что мы отметили в акте и выдали предписание СК «Неон» об устранении данных недостатков до 1 августа 2020 года. Многие жители жаловались на то, что светофор не работал некое время. Как вы это объясните? В данном случае, вот сегодня, 28-го, при обследовании нами установлен факт, что светофорный объект находится в технически исправном состоянии, но на тот момент из-за отсутствия электричества, наверное, вышел из строя, и эти недостатки сразу устраняются организацией, которая обслуживает данные светофорные объекты. Там в течение получаса эти все моменты устраняются. К слову, это не единственная проблема на данном участке федеральной трассы. Без навыков скалолазания перейти дорогу в этом месте просто невозможно. Уроки выживания жители осваивают с тех пор, как началась реконструкция автомагистрали. По словам сотрудников строительной компании, для устранения всяких нюансов предлагаются различные решения ситуации. Здесь был организован временно пешеходный переход со светофорным регулированием, который мы содержим уже практически целый год. Вот. И дальнейшая его судьба, значит, неизвестна, потому что работы сейчас заходят в стадию завершения. Вот, нам необходимо будет запускать движение по 2 полосам. Вот чуть дальше есть пешеходный переход, и рядом с ним находится яма. Она не перекрыта. Значит, на данный момент сейчас там производятся работы, по их завершению будет, значит, все технологические отверстия все будут перекрыты и будут организованы временные сходы. Простая истина: пешеход всегда прав, однако некоторые автолюбители зачастую просто игнорируют сей факт. Согласно правилам, водитель обязан пропустить человека, который ступил на переходный пешеход. Но нужно понимать, что не только автолюбители нарушают правила, находятся и такие пешеходы, которые умудряются переходить дорогу в неположенном месте. Впрочем, на каждого нарушителя всегда найдется с десяток добропорядочных автолюбителей, которые призывают других одуматься и следовать букве закона. Шоссе дорожник, поэтому обязательно нужно уступать, соблюдать правила дорожного движения. Также для безопасности нага, для безопасности МИИС. А тут тем более школу и албережил. Обязательно лорлуш, обязательно вейл лордыш, белым лезу. Вопрос, кто виноват, не праздный. Сейчас главное найти решение тех проблем, которые сделали жизнь жителей не то что некомфортной, небезопасной. Прохождение по пешеходному переходу словно некий тест. После первого испытания возникает вопрос, куда дорога ведет дальше и какие испытания ждут впереди. Хава Гагиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.
9 октября в России отметят День памяти военных сражений на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Указ подписал президент Владимир Путин. Официальное название праздника звучит как День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Она длилась более 440 дней с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943, а завершилась контрнаступлением советских солдат на Кубани и оттеснением фашистских войск в Крым. Потери Советского Союза составили 344 тысячи человек. Германия потеряла более 280 тысяч. Стратегически важной в те годы стала оборона Малгобека. Это сражение переломило ход битвы за Кавказ. Она длилась в течение месяца с сентября 1943 года. В этом году 3 января исполнилось 77 лет со дня освобождения города нефтяников от фашистских захватчиков. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале.